Фамилия, имя, отчество? Тюменбаев Руслан. Алло. Гимболос? Самованович. Год рождения? 1986 май. Место проживания? Город Бишкек. Судимый? Нет. Бронзовый призер Олимпийских игр Руслан Тюменбаев был задержан в ночь 20 на 21. Не согласившись с решением патрульных поставить его автомобиль на штрафстоянку за управление без водительских прав, спортсмен сначала угрожал сотрудникам ДПС, а спустя какое-то время вернулся на блокпост. Разобраться уже в нетрезвом состоянии и с пистолетом. Следственным отделом УВД Октябрьского района по данному факту было возбуждено уголовное дело. По признакам преступления статьи 241 Уголовного кодекса – это незаконное приобретение, передача, сбыт газового оружия. То есть у гражданина Тюменбаева не было разрешительных документов на оружие. Уголовное дело возбуждено и по факту применения насилия в отношении представителя власти. На месте происшествия был изъят газово-травматический пистолет марки «Стример» со стертыми номерами. Однако сам задержанный наличие пистолета отрицает. Гаишник меня остановил, машину забрали. Через какое-то время я вернулся, чтобы попросить прощения. Пистолета у меня не было. Как говорят сами сотрудники ДПС, обычно разрешить инцидент нарушители стараются на месте. Когда договориться не удается, доходит и до рукоприкладства. В феврале 2014 года за управление автомашиной в нетрезвом состоянии был задержан трехкратный чемпион мира по бильярду Канабек Саганбаев. При задержании инспектор ДПС избил его друг. За оскорбление разбила нос гаишнику и известная певица Айгерим Расул-Кызы. Ее машину догнали и заставили остановиться после неподчинения. Приехавшие чуть позже родители девушки отобрали у автоинспектора его жетон. Пойдем, пойдем, пойдем. Тебя воняет. Ты как с девушкой общаешься, эй? Как девушка? А ты кто такой? По словам ДПСников, какую должность и кем является нарушитель при таких случаях особой роли не играет. И более известные люди ведут себя адекватно. Но в соцсетях обычно именно сотрудники ДПС чаще всего оказываются в неприглядном свете. Хотя это не всегда соответствует действительности, говорят в ведомстве. Начинают снимать и отрезают, и именно показывают те места, когда сотрудник, уже некоторых даже сотрудников на это, нерва не хватает. И в этот момент вот это место снимается и передается туда. Кто из сторон прав, а кто виноват, выясняют уже следственные органы. В отношении сотрудников ДПС за ушедший год было возбуждено 11 уголовных дел, в основном за превышение должностных полномочий. А Руслан Тюменбаев пока водворен в ВВС столичного ГУВД до окончания следствия. Болот Исаев, Александр Симонов, НТС.